Добрый день, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас на каналах НВК «Саха». И сегодня мы представляем для вас первый республиканский конкурс «Матери и дочери», посвященный Дню дочери и Дню матери в Республике Саха-Якутия. Организаторы конкурса – это Якутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Матери России» совместно с некоммерческой организацией «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия». А информационным партнером выступила национальная вещательная компания «Саха». Итак, наши конкурсанты – это 4 пары, победительницы отборочного тура. Если напомнить, конкурс проходит в 2 этапа. Первый отборочный тур состоялся накануне, где выступили 8 пар и дочерей с матерью из разных уголков нашей республики. Накануне наши конкурсантки продемонстрировали свои навыки, опыт, знания и талант. По оценкам нашего компетентного жюри, в финал прошли только 4 пары. И сегодня мы познакомимся с ними. Но у нас есть кадры того, как же прошел первый отборочный тур. Внимание на экран! Якутское отделение общественного движения «Матери России» при поддержке некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия» и национальной вещательной компании «Саха» 17 и 18 октября проводят первый республиканский конкурс «Матери-дочери». Необычный и женственный конкурс приурочен к Международному дню девочек и Республиканскому дню матери. Главная цель конкурса – это продвижение светлой миссии матери по воспитанию дочери как будущей хранительницы домашнего очага, достойной матери и супруги. Конкурс также проводится в поддержку ответственного родительства и крепкой, счастливой семьи. Для участия в отборочном туре конкурсанты прибыли из Чурапчинского, Горного, Намского улусов. Своих представителей на семейный конкурс отправили Татинский, Усть-Алданский и Мегино-Кангаласский улусы. Промышленные районы представлены Алданским улусом. Несмотря на отдаленность от Якутска, на конкурс приехала семья из Северного Усть-Янского улуса. Этапы конкурса оригинальны и разнообразны. Мамы и дочери в конкурсе «Визитка». Этапы конкурса оригинальны и разнообразны. Мамы и дочери в конкурсе «Визитка» используют видео и фотоматериалы, представленные своей семьей. Домашнее хозяйство, традиции и совместные хобби с детьми. Один из самых ярких этапов – это кулинарный поединок, который вызвал интерес у зрителя. Хозяйки продемонстрировали свои навыки в кулинарии и приготовили вкусные блюда из представленного набора продуктов. Секреты воспитания девочек матери раскрыли в блиц-опросе конкурса правильных решений. Жюри оценивало знания дочерей через ответы на вопросы о семейных ценностях. Конкурсантки оказались не только хозяйственными, но и талантливыми. В конкурсе талантов мамы и дочери танцевали и пели. Группой поддержки выступили отцы, также сестры и братья. Умение шить и создавать своими руками интересные изделия конкурсантки продемонстрировали в конкурсе прикладного творчества в режиме онлайн, смастерив аксессуары из материалов, выданных организаторами. Счастливая семья – это здоровая семья. Мамы и дочки дружно выступили в спортивном этапе в формате фитнес-аэробики. Конкурсы первого этапа завершил показ нарядов собственного дизайна и пошива. Организаторы конкурса «Движение Матери России» и Целевой фонд будущих поколений вручили всем участницам швейные машины для дальнейшего совместного творчества матери с дочерью, а также тостеры для приготовления дружных семейных завтраков. Итак, сегодня финал этого конкурса будет оценивать многоуважаемое жюри. Давайте знакомиться. Председатель жюри Елена Григорьевна Яковлева, директор Якутского колледжа технологии и дизайна, член Рексовета Якутского регионального отделения «Матери России». Прасковья Петровна Борисова, председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». Сава Анатольевич Михайлов, заместитель министра по делам молодежи и семейной политики Республики Саха-Якутия. Сергей Васильевич Местников, генеральный директор некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия», а также Виктория Геннадьевна Варламова-Кантоева, инициатор и руководитель общественного проекта для матерей и дочерей Кере-Ситиме, член регионального совета Якутского регионального отделения «Матери России». Здравствуйте. Ну и слово мы предоставляем председателю Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Прасковье Петровне Борисовой. Добрый день, уважаемые телезрители. Добрый день, уважаемые участницы сегодняшнего финального конкурса республиканского «Матери-дочери». Я приветствую вас сегодня от имени Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России».
И желаю вам сегодня успешных выступлений. Этот конкурс у нас проводится впервые в республике. Это общественный проект нашего общественного движения и некоммерческого фонда, целевой фонд будущего поколения Республики Саха-Якутия. Цель этого конкурса – повышение и укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей, повышение роли матери в воспитании своих дочерей, как будущих матерей, как будущих хранительниц семейного очага, как будущих супругов. И поэтому этот конкурс вызвал вчера очень большой интерес. Ну а участниками конкурса у нас были это 8 пар, которые приехали из наших улусов, из Татинского, Усалданского, Чурапчинского, Мегино-Кангаласского, Алданского, Горного и из далекого северного улуса из Устьянского. Мы очень рады, что эти пары, матери и дочери, приняли такое активное участие в нашем конкурсе, показали свое мастерство, свои знания, свои навыки. И они сами были довольны своими, конечно, выступлениями. Ну а идея проведения этого конкурса у нас зародилась в Сунтарском улусе, где матери Сунтарского улуса провели подобный конкурс у себя в улусе и вышли с таким предложением провести такой конкурс на уровне республики, то есть республиканский конкурс. Что и мы сегодня сделали, и думаем, что мы цель свою достигли, именно показав духовную связь наших матерей и дочерей. Спасибо большое. Итак, напоминаем о том, что сегодня в прямом эфире финал конкурса «Матери и дочери», который состоит из 2 этапов. Это визитка и творческий конкурс. Наши конкурсантки очень переживают, и им не терпится вступить в этот бой. И поэтому мы уже давайте пригласим наших умниц, красавиц, мамочек и дочерей. И под номером 1 сегодня выступает пара из Чурапчинского улуса. Мать и дочь Валентина и Саяна Новгородовы. Дирим бөһөлөгөттен сетте оголох Новгородовтар же керген болабыт. Беге сайынын айылкага сылжар бытын, ототтур бытын, сирастыр бытын, аны таханан бары брахниктары биргалар бытын, онна же кергенинен конкурстарга кыттар бытын сөбүлүбүт. Беге агабыт Аял Прокопьевич дириннагы музыкальная школага директорынан үлелер улахан кыспыт Алина Jakускайга селамагыга продавец кассирынан үлелер. Ол бут армияга ыңырыллан бу сетинне ыйга барары сылжар. Кыспыт Саяна Дмитрий Петрович Коркин атынан Чурапчытагы школага 11 класска үйренер. Лёгкой атлетиканан жарыктанар, республиканской улусной күрәктәргә сетихиләхтик кыттар. Беги Валентина Ревовна диннага музыкальная школага хореографнан үлелер. Үлетин таханан общественный үлелерге улус нахилека конкурстаргар кактактык кыттар. Диннага народный хор Аласкар гитар вокальный ансамбльга ыллыр. Игре балтыларым Дараналак Мариана 4 класска сетихиләхтик үйренәләр. Музыкальный школага үңкүгә сылжаллар, ал таханан сөрүндән жарыктаналарын сөбүлүләр. Карачан браттарым Арианна Карева ыллы куян этилләтчеләре. Куян иһинен бар, өрө ансамбльгар ыллылар. Леганан мыстынанын анюлларын олыстан сөбүлүләр. Күнді күн күбей иелерге, нарын намчы кыргыттарга бағарабыт кытанақ доробияны декерге кітергітер жолу соргуну бағарабыт. Dancing bears, painted wings, things I almost remember. And a song
Чурапчинского Улуса. Пока они готовятся к своему творческому номеру, мы, дорогие телезрители, можем посмотреть на то, какая же это замечательная семья, как они проводят свое время, как они учатся, работают. Замечательная семья. Ну а сейчас, буквально через несколько секунд, мы сможем увидеть их творческий номер. Dancing bears, painted wings, things I almost remember, and a song someone sings once upon a December. Someone holds me safe and warm, horses friends through silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Someone holds me safe and warm, horses friends through a silver storm, figures dancing gracefully across my memory. Someone holds me safe. Итак, дорогие телезрители, мы продолжим. Итак, мы продолжаем наш эфир, и до ухода на рекламу нам свой талант продемонстрировала семья из Чурапчинского Улуса, семья Новгородовых. Спасибо. Итак, отлично, спасибо, скромные, да, у нас. И, конечно же, обязательно комментарии нашего уважаемого жюри. Просим. Талантливые, сплоченные. Ну, я бы выделил Новгородовых, Валентина и Саяна. Вы молодцы. Конечно, каждый человек волнуется. Даже вот как мы, члены жюри, тоже очень волнуемся, поэтому мы вас понимаем. Вы совершили большой подвиг. 7 детей расти, воспитать, чтобы они были достойными среди достойных граждан в нашем обществе. Да? Так что вы молодцы. Кроме воспитания, еще занимайтесь, развивайтесь творчески во всех конкурсах наследных, улусных, республиканских. Так что вы являетесь очень ярким примером для всех наших семей. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы желаем вам удачи, а о результатах вы узнаете чуть позже. Спасибо. Ну, а сейчас мы приглашаем участников под номером 2. И это Нургуяна и Кира Босикова из Устьянского Улуса. Встречаем. Ырыға ылламыт, қоғаңы қоғылы бұд, күн кирбет сайыннақ, чысқан жыбар күгіннақ, көллері чырдақ, маған кырсалақ, муға таға алмастақ, таға бора көмістәқ, үрідік сырдақ беріктәқ, жаңы үрісінеттен, ұсуяны ұлығыттан. Дүрін өскен ұлапыт, Нургуяна Босикова болабын. Бөхөлік жағалтатығар сүрін эспеселігінен үлелейбін. Маны кыспынан Киралын күрекқа кыттары
бу келен турабыт. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Мы с моей мамой приехали из поселка Депутатский. Я учусь в 6 классе. Мин холоннах догорум семеним, юри сөрәхтәх, идетинен үлелир, икки оғлақ бұд. Моему брату Кирсану 11 лет. Он увлекается робототехникой. Спасибо за внимание. Итак, еще раз напоминаем о том, что сейчас визитку свою представила семья из Усть-Янского улуса Нюргуяна и Кира Босиковы. Ну а сейчас вашему вниманию мы представим их творческое выступление семьи Босиковых. Чемодан, где чемодан? Здесь же микрофон. Hello, ladies and gentlemen. I am Mary Poppins. How soon do the stream softly flow? When do the first flower gently blow? When do the strong winds suddenly go? When do the plants slowly grow? I don't know. But the wind is blowing lightly, the sun is shining brightly. High up in the tree, a bird sings merrily, and the stream softly flow. Flowers will blow, winds will go, grasses will grow. Evening, I don't know. Hello, spring, hello, spring, hello, spring. Кто ангины простуды лечит лучше, чем микстуры. И легко без затей лучше разных врачей всех людей спасает. Летом и зимой лишь улыбкой одной дети могут стать взрослее. Только я не постарею. И опять будут все вспоминать и мечтать о встрече. И пускай она не будет никогда. Браво! Браво! Итак, еще раз напоминаем вам о том, что для вас выступали Нюргуяна и Кира Босиковы из Усть-Янского улуса. Ну и, конечно, после такого замечательного выступления необходимы комментарии нашего многоуважаемого жюри. Замечательная пара. Семья приехала из арктического отдаленного поселка Депутатский Усть-Янского улуса, и это заслуживает уважения и восхищения. Нашли возможность, очень, получается, вот семья с активной жизненной позицией в Якутск приехать, да, чтобы продемонстрировать свой талант. И, значит, вот мне очень понравился вот интересный подход, креативный подход, я хочу сказать, к творческому конкурсу. Девочка очень хорошо говорит на английском. Я очень рада, что в отдаленной северной школе качественно обучают английскому языку. И, между прочим, качественным знанием ребенка все равно приложена заботливая мама, руки и воспитание мамы. Как мать я об этом хорошо знаю. И поэтому мои оценки только самые высокие и самые лучшие. Замечательно. Итак, ну а сейчас в нашу студию мы приглашаем участниц под номером 3 из Алданского улуса. Это Наталья и Мария Стуканевы. Встречаем. Добрый день, уважаемое жюри. Мы с радостью хотим представить видеоисторию о нашей семье. Спортивной, творческой и очень дружной. Видеоролик, пожалуйста.
Хозяйство в семье Стуканевых на хрупких женских плечах. Глава семьи в очередной командировке и с домашними делами мама и дочери справляются самостоятельно. Лопата удобная, сноровка имеется, так что двор Ксюша убрала быстро. Теперь нужно покормить собак Боню и Дика. Снег очистила, собак покормила. Скоро отдохнем и пойдем на вторую тренировку. Потом уроки делать будем, что не сделали. Пока Ксюша хлопотала во дворе, Маша управилась с обедом. Девчонки-хозяюшки и блинов напекут, и огурцы законсервируют. Кладовая полна вкусностей. В теплице и на огороде Маша и Ксюша летом работали одни. Своими руками делали и заготовки. У нас сестра в этом году уезжала поступать в Санкт-Петербург. Она поступила хорошо, все прошло. Мама с ней уехала, папа был на работе, так что у нас с сестрой младшей все хозяйство было там. Растили картошку, окучивали ее, выкопали, хороший урожай получился. Огурцы у нас выросли хорошие. Маша и Ксюша – младшие из 4 детей Натальи. Здоровье, интеллект и творчество – такова основная формула в становлении полноценной личности, уверена мама. В воспитании родители делают акцент на всестороннее развитие. Принцип воспитательности – это в первую очередь воспитание собственным примером. Рисование, театр, музыка, вокал – завоеванных детьми высот не перечислить. Рукоделие – дело семейное. Под чутким маминым руководством девчонки сшили десятки платьев. Наталья ведет занятия в танцевальном ансамбле «Шармант». Все сценические. Итак, ну а сейчас мы готовы приступить к творческому конкурсу семьи Стуканевых из Алданского улуса. Но для этого они пригласили с собой в помощь свою сестру. Встречаем. Счастье и о любви. Песенка знакомая и мотив простой. Ой, ой, как ты мне нравишься. Ой, 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 ой. Песенка знакомая и мотив простой. Ой, ой, как ты мне нравишься. Ой, 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 ой. Ой, губы твои алые, брови дугой. Век поцеловала бы, милый дорогой. Только на свидание не ходи с другой. Ой, ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Только на свидание не ходи с другой. Ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Я умею чуточку колдовать. Цепи мои крепкие тебе не разорвать. С чарами не справишься, век ты будешь мой. Ой-ой, как ты мне нравишься, ой-ой-ой-ой. Все девчонки бегают за тобой. Что же тут поделаешь, если ты такой? Я бы тебя спрятала в роще за рекой. Ой-ой, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой-ой. Я бы тебя спрятала в роще за рекой. Ой-ой, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой-ой. В роще пел соловушка там вдали песенку о счастье и о любви. С чарами не справишься, век ты будешь мой. Ой, ой, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой-ой. С чарами не справишься, век ты будешь мой. Ой-ой, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой-ой. Ой, как ты мне нравишься. Ой-ой-ой-ой. Браво, молодцы! Итак, спасибо большое. Прям дышите, да, так? Устали? Хорошо, нет? Танцуете часто? Ну, вообще, спорт – это не совсем основная наша профессия. Я специалист по физической культуре и спорту. Девчонки тоже спортсменки. Спортсменки, но увлечение. спортсменки танцующие, да? Да. Как долго готовились к конкурсу? 2 недели. 2 недели. Ну и достаточно хорошая подготовка у вас, да? Спасибо.
Желаете получить первое место, да, наверное? Конечно. Да? Ну что, мы узнаем результаты чуть позже. Спасибо большое. Спасибо вам. Проходите. Ну а мы продолжаем. И совсем скоро, буквально через маленькую, короткую рекламную паузу, мы продолжим. Напоминаем о том, что в прямом эфире вы смотрите финал первого республиканского конкурса «Матери-дочери». Мы продолжаем наш прямой эфир и напоминаем о том, что вы смотрите финал первого республиканского конкурса «Матери-дочери». И сегодня финалистки показывают свои таланты именно у нас в студии. Итак, ну а сейчас самое время пригласить участниц под номером 4. Доминика и Александра Егоровы, представители Усть-Алданского улуса. Кыз оныя бастыспат аналлахтар. Олоққа жолуыры түстүйлер. Кераға сырдыққа sevdiler. Күн сын керенен семейлер. Устата тората көстүбет керен алый аласта. Сары алмаған қалланнақ, тоғығын тоғыз арылақ. Усалдан улуғын мүрін әхлегіттен. Егоровтар жекергенлері истиңе ардылақ кәлі бит. Қоланнақ доғар бұнан Василийдың бір ол, екі керечен кіргіттардақ көт. Бірге олар бұппыт, онаға сыла олам. Сашынкалын бардығар бірге хаджабыт. Истенерге, асастырға, байырға өретәбін. Сақабыт сирин кәрі айылқалақ сирдерінен көре дирбітін сөйлүй біт. Финалғы тақсыбыт иелерге, оны сақабыт сирин олықтақтырығар жолы соргыны бағарып. Итак, сейчас, зрители, вы можете посмотреть видеосюжет семьи Егоровых из Усть-Алданского улуса. Участницы под номером 4. Наше видео идет. Потом творческий номер. Аналлахтар. Олоққа жолуыры түстүйлер. Кераға сырдыққа sevdiler. Күн сирин үтенен Ну все, по времени, значит, не было и все. Устата тората биллибет, керен алый аластақ, сары алмаған қалланнақ, тоғығын тоғыз арылақ, усалдан улуғын мүрін әлегіттен, Доминика, Сашенька, Егоровалар истің ағарделақ кәллибет. Баяған тайттан тардылақ, күлімнүрттен сыжаннақ, дөпсін сириттен төріттәқ, күн сирин күндүтін бәләқтір. Bir ол, ikki sibekki kurduk kerечен kırgıttardanan, ujoru uhatar anallah oloğu salqıybın. Күн сирин керенен симәри. Оққы түспітің хубынан, кыпты тыға арыллақ. Егоровтар жей кергенге, көйтүйләқ күнді кейінен, ikki сағынан күн сирин көрбүдін. Qahan ere kırakışan tübügü bilbekke, iyem konnoğun anныгар köngül körülürüm. Ondan beyem ulatamın kolonnoq doğurbunan Vasiliydın, je ot terenemmin beyebit bur taharan olur bupput, onağı sılıgar barda. Ulahan kığım Sашенька, samay tutaq kehim bolar. Barıga barı inelak sap kurduk birge sılcabıt. Je ista sületiger sыстağız bolarga, kereni keraqsirge öğretebin. Çöl oloğu bihiribit, ünküünü taptыбыт. Россия иелері общественный хамсахан ихинен кыз етінен проектка көқтөқтік кыттылыппыт, үхіс сылыгар барда. Истенебет, байабыт, асастыбыт, сақабыт сирин кәрі айылғалақ сирдерінен күрейдирбітін сөбілүүбіт. Конкурска кыттар бары иелерге, кыргыттарга сетихилери жолу бағарабыт. Итак, замечательно. Мы посмотрели, как живет у нас семья Егоровых, Доминики и Александры. Ну а сейчас мы можем посмотреть на их творческий конкурс.
Браво, молодцы! Доминика и Александра, прошу вас, пожалуйста, в центр. Расскажите, а почему такой интересный выбор танца? Почему выбрали именно такой танец? Нам очень нравилось, понравилось. И наш хореограф Марьяна Ермолаева нам поставила ирландский танец. Ирландский танец. Замечательно. Ну и, конечно, теперь компетентное жюри. Ваше мнение? Ну что ж, мы сегодня учитываем и вчерашний этап, вчерашний тур наших конкурсов. Вчера у нас было 7 этапов нашего первого тура. И учитывая эти этапы, можно говорить, что 2 пары, вот последние, которые сегодня выступали, пара Стуканевых у нас Наталья и Мария, да, вот если говорить про них, то это очень спортивная такая мобильная хорошая пара, которая действительно выделилась. Вот я хотела сказать, что Машенька выступила очень хорошо на этапе конкурса правильных решений. Были очень хорошие, яркие ответы, и правильно они поняли в конкурсе прикладного творчества задание свое. Единственная пара, которая сразу начала правильно делать те телодвижения, скажем так, да, вот по этому конкурсу. А по паре Егоровых хотелось бы сказать, что вот действительно вот вы видите очень молодую мамочку, они с доченькой, с одной из таких самых молоденьких наших, да, вот участниц, получается как сестренки, да? Как сестренки. И действительно, вот учитывая то, как они друг к другу относятся, мамочки с дочками, действительно хочется сказать только браво им. Потому что очень сложный танец ирландский, он такой зажигательный, хороший, но танцевать это очень сложно. Я сама знаю, да, вот как говорится. Ну, вот то, что мамы очень быстро находят с дочкой слово, да, вот показали результаты кулинарного и творческого этапов. Быстро, не говоря друг другу слова, они начинают сразу правильно принимать решения, вместе обоюдно решать одно и то же. И поэтому это вот, кажется, такой тандем хороший мамочек и дочерей. Браво! А скажите, пожалуйста, вот, уважаемые жюри, на ваш взгляд, вот такие конкурсы, для чего они нужны? Вот ваше личное мнение. Ну, в первую очередь, чтобы позитивные примеры мы должны распространять. И благодаря НВК вся республика смотрит этот конкурс. Конкурс имеет очень большое будущее. И действительно конкурс будет ежегодным и еще будет широко представлен районами. Поэтому, безусловно, вот такие талантливые семьи, такие дружные, мы должны распространять, популяризировать. Поэтому цель задач очень добрые, очень теплые, очень вот самые лучшие. Прасковья Петровна, а вам кто запомнился больше всего из участниц? И либо какой вот именно тур? Микрофон. Семьи очень талантливые, творческие, активные, мобильные, показали хорошие результаты по всем 7 нашим этапам конкурса. И кого-то выделить, конечно, очень сложно. Но, наверное, сегодня придется выбор сделать. Но это мы после уже окончания наших смотров этапов, мы к этому, конечно, решению должны прийти. Но хотелось бы, что они все разные, эти семьи наши. Кто-то спортивный, кто-то более танцевальный, кто-то более кулинарный, можно сказать, да. Поэтому кто-то в каком-то конкурсе преуспевает хорошо. Но в сумме взять, да, они все очень талантливые. Спасибо. Виктория Геннадьевна, вот на ваш взгляд, насколько важно вот это сплочение между матерью и дочерью, да, и как оно может способствовать, да, ну вот становлению личности вот маленьких девочек, вот именно взаимоотношения между мамой и дочерью? Несомненно, мама в семье главный человек именно для дочери, потому что она должна воспитать именно вот те качества, которые должны быть у женщины в будущем, как супруги достойной, мамы и хозяюшки. И, несомненно, мама должна своим примером каждый день показывать своей дочери, своим примером, как относиться к главе семьи, к окружающим, остальным детям семьи и членам в целом общества, да? Мама смотрит на дочь, смотрит на маму, и всегда, между прочим, и в жизни так и происходит, Берет что пример. мама всегда копирует маму во всем.
То есть дочь маму всегда копирует, и всегда у хороших мам всегда лучшие дети. Но мне кажется, наши сегодняшние конкурсантки это действительно доказали, да? Именно то, что дочери и мать – это вот одно целое, и, конечно, хороший пример матери – это всегда залог хорошего будущего своей дочери. А вот как мужчины считают, да? Точку зрения мужчины бы хотелось узнать. Связь матери и дочери, вот пример, насколько важен. Да, здесь без отца никак, поэтому еще раз Новгородовых подчеркну, отец принял участие в конкурсе, поэтому вот дочь, ну, я не говорю всегда, да, но в основном, конечно, слушается маму, да, поэтому взаимопонимание, взаимоотношения, их дружеские отношения мамы и дочки очень сильно зависит, ну, как основа семьи, мне кажется. Замечательно. Ну что, спасибо большое, уважаемое жюри. Дорогие телезрители, мы напоминаем вам о том, что вы смотрите в прямом эфире финал конкурса, первого республиканского конкурса «Матери и дочери». Сейчас мы должны уйти на короткую рекламную паузу, а после этого мы, конечно, узнаем, кто же стал победителем. Ну и, конечно, это прям интрига 2 дней, ведь наши конкурсантки сражались 2 дня, и они все переживают и хотят узнать, кто же станет победителем. Об этом мы поговорим чуть позже, сразу после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Дорогие телезрители, если вы только присоединились к нам, напоминаем о том, что вы смотрите финал республиканского конкурса «Матери и дочери». Это первый республиканский конкурс «Матери и дочери». И поэтому сейчас наше уважаемое жюри подводит итоги. Ну а мы приглашаем в студию танцевальную ансамбль «Кере Ситиме». Встречаем! Где весна, там цветы и подарки, добрых песен, знакомые строчки. Ясный день прогуляться по парку, собираются мама и дочка. Солнце луч по-весеннему тонкий, позабыл про морозы и вьюги. Восхищаются в классе девчонки, вы же с мамой совсем как подруги. Мама и дочка, они так похожи. Мама и дочка, 2 капельки солнца. Детство уходит, уходит и все же в сердце любовь навсегда остается. Дочь грустит, дочь ответа не знает, на душе тяжело и тревожно. Мама скажет с надеждой родная, все вернуть, все исправить возможно. Голос мамы нежный и строгий в нас звучит сквозь ветра и потери. Мама с дочкой идут по дороге любви и доверия. Мама и дочка, они так похожи. Мама и дочка, 2 капельки солнца. Детство уходит, уходит и все же в сердце любовь навсегда остается.
Браво! Вот такое замечательное выступление танцевальной студии Кере Ситиме. Мне кажется, это прям такая красивая, да, торжественная, праздничная нотка именно нашего такого замечательного республиканского конкурса. Ну и мы совсем скоро узнаем результаты. У вас поспрашиваю ваше переживание. Итак, дорогие конкурсанты у нас в студии, давайте еще раз напомним, да, что у нас выступают матери и дочери из разных улусов нашей республики. И у вас вот осталось буквально немножечко времени до оглашения результатов. Может, кто-то хочет поделиться своими эмоциями, кто-то, может быть, хочет высказать слова благодарности. Ваша минуточка, пожалуйста. Я хочу сказать слова огромной благодарности организаторам этого конкурса. Вот конкурс получился, на мой взгляд, просто замечательный. Вчера царила такая душевная атмосфера, все семьи, ну вот просто слов нету, действительно, какие у нас интересные, талантливые семьи. Меня просто поразило вот это панно, которое вчера вынесла семья одна. Это сколько трудов, я не представляю, сколько времени это нужно было делать. И вот такие конкурсы, конечно, нужны, они сближают, они дают понимание о том, какие мы все разные, и в то же время, какие мы все одинаковые. Большое всем спасибо, мне очень понравилось. Выражаю огромную признательность и благодарность всем организаторам, которые организовали для нас действительно самый красивый и прекрасный праздник. Всем, кто способствовал тому, что мы приехали из такого дальнего северного улуса Устьянского. Спасибо главам администрации Устьянского района, поселка Депутатский и всем моим подругам, которые помогли. Всем огромное спасибо. Спасибо всем организаторам. Спасибо своим родным наших улусов. Мы благодарим организаторов за такой конкурс. И, конечно же, благодарим свою семью, мужа, маму, своих подруг и тем, кто нам очень помогал и поддерживал все это время. Ну все уже позади, дорогие конкурсантки, да, вы показали все, на что вы способны за эти 2 сложных дня. И сейчас для объявления победителя и вручения главного приза первого республиканского конкурса «Матери и дочери» слово предоставляется генеральному директору некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений» Сергею Васильевичу Местникову. Добрый день. Приветствую участников конкурса «Матери и дочери» от имени состава жюри. Перед тем, как огласить результаты нашего конкурса, я хотел бы рассказать немножко слов о нашем совместном проекте. По инициативе общественного движения «Матери России» мы в этом году разработали совместный проект, который направлен на укрепление института семьи в нашем обществе. И по их инициативе этот конкурс проводится впервые в нашей республике. При планировании проведения этого конкурса мы ставили такие цели, как привлечение внимания жителей республики к проблемам, вопросам формирования и развития семейных традиций, семейных ценностей, воспитания детей в семье, повышения роли матери, отца и так далее. Я думаю, что по итогам этого конкурса у каждого из нас сложилось мнение, что семья имеет огромное значение в жизни каждого человека. Семья – это для каждого человека основа жизни. И сегодня мы, рассматривая ход проведения конкурса, и вчерашний этап, и сегодняшний этап, показал, что все наши пары подошли к этому конкурсу очень ответственно. Все имеют большой успех в продвижении в будущем своих талантов, своих способностей. И я думаю, что мы в следующем году совместно с региональным отделением общественного движения «Матери России» запланируем проведение следующего конкурса республиканского. Я думаю, что мы проведем это в более масштабной форме. Я думаю, что необходимо также подчеркивать и в нашей работе роль отца в семье. То есть мы будем думать и над какими-либо мероприятиями, связанными с проведением конкурса и в семье с участием отцов. Я думаю, что это повысит и внимание к проблеме отцовства в семье, воспитание отцов, детей в семье. И
хотелось бы сказать, что наша программа целевого фонда будущего поколения она рассчитана до 2020 года. Она финансируется за счет пожертвований наших компаний, в том числе компании «Алроса», нашего основного недропользователя. И благодаря финансированию, стабильному финансированию компании «Алроса» мы укрепляем семейные традиции в нашем обществе, не только семейные, культурные, общественные, образовательные, научные проекты проводим. Я думаю, что мы будем продолжать эти проекты до 2020 года и последующий год. Ну, теперь хотелось бы вернуться к вопросам подведения итогов. Нам было чрезвычайно сложно. С членами жюри мы обсуждали, учитывались вчерашние способности наших пар. И, по сути, хотелось бы сказать, что все пары, они, по сути, выступили все на безупречно. Все победители. Вы уже победили, выступив с такими номерами на нашем конкурсе. Вы, каждый из вас является победителем нашего конкурса. Но, тем не менее, путем сопоставления наших оценок членов жюри, как и в любом конкурсе, выявили победителей нашего республиканского телевизионного конкурса «Матери и дочери». И разрешите озвучить победителя нашего конкурса. Победителем конкурса республиканского телевизионного конкурса «Матери и дочери», организованного совместно общественным движением «Матери России» и Целевого фонда будущего поколения при информационной поддержке телевизионного конкурса НВК «Саха», становится семья Босиковых, Нюргуяна и Кира. Они приехали из муниципального района Усьянский ЛУС. Разрешите вам вручить наш диплом Гран-при победителя конкурса. И от имени оргкомитета Целевого фонда будущего поколения и движения «Матери России» разрешите вручить наш, вот повернитесь лицом к камере, наш сертификат, суперприз по итогам конкурса. Это культурно-просветительский тур в город Санкт-Петербург для вашей семьи. Поздравляем, вы же победители. Браво! Итак, еще раз, победителями первого республиканского конкурса «Матери и дочери» становится семья Босиковых, Нюргуяна и Кира. Поздравляем вас! И они отправятся у нас в Санкт-Петербург. Были там? Были. Ну а теперь у вас училась в Санкт-Петербурге, да? То есть для вас вернуться в Санкт-Петербург будет вдвойне приятнее. Итак, замечательно, спасибо большое. Ну а сейчас всем участницам цветы в студию. И на этом наш эфир подходит к концу. Мы поздравляем победителей, ну а также всех участниц первого республиканского конкурса «Матери и дочери». Мы благодарим вас всех за участие, за яркие выступления, прекрасное настроение. И не прощаемся, а говорим вам до новых встреч.